7 апреля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 11,88 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет: 1 доллар США от 10,9142 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,8877 до 12,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1350 до 0,1380 сомони. Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно выросли и завершили в плюсе третью неделю подряд. В пятницу биржи США и большинства стран Европы закрыты в связи с пасхальными праздниками. Цена на нефть марки Brent составила $85.12 за баррель, марки WTI составила $80.70 за баррель. Котировки фьючерсов на золото снизились во время азиатских торгов в пятницу. На Комекс подразделения Нью-Йоркской товарной биржи фьючерсы на золото с поставкой в июне торгуются в районе $2000 за тройскую унцию. Около 7,2 тысяч физических и 203 юридических лиц уже находятся в едином государственном реестре должников, порядок ведения которого в марте этого года был утвержден постановлением правительства Таджикистана. Об этом сообщил глава службы исполнения при правительстве республики Барно Саидвализода в ходе круглого стола внедрения единого государственного реестра должников и его проблемы, в котором приняли участие представители исполнительного аппарата президента страны, судебных органов и прокуратуры, МВД, Минюста, Минфина, Госкомимущества, налогового комитета, Нацбанка, а также некоторых других организаций. Кроме того, отметила она, введены ограничения на выезд из страны по отношению к более 9,3 тысяч должникам. Принятые, по словам Саидвализода, меры дали положительные результаты. Около 2,2 тысяч должников оплатили свои задолженности, общая сумма которых составила 9,4 миллиона сомони. Единый государственный реестр должников был утвержден постановлением правительства 2 марта текущего года. Необходимость его введения объясняется урегулированием задолженности и предотвращением ее негативных последствий. Первое заседание делового совета Таджикистана и Туркменистана, на которое съедутся 100 представителей туркменских компаний и структур, начнет свою работу 8 апреля в 17:00 в Национальной библиотеке Республики Таджикистан. Об этом сообщает Таджикская торгово-промышленная палата. В рамках этой встречи стороны обсудят перспективы сотрудничества двух стран в сфере бизнеса, поиск новых партнеров, поговорят о дальнейшем расширении экономических и деловых контактов между предпринимателями и инвесторами двух стран. На следующий день, 9 апреля, в 10:00 состоится официальная церемония открытия выставки экспортной продукции двух стран. После этого в 11:30 пройдет бизнес-форум предпринимателей двух стран, а к 15:00 начнутся двухсторонние встречи между бизнесменами. По данным источника, на форуме будет участвовать более 67 крупных и малых и средних компаний Туркменистана, представляющих производство кондитерских изделий, бытовой техники, пластмассы, канцелярских товаров, текстиля, кофе. Также прибудут представители бизнеса в сфере туризма, строительства, торговли, консалтинговых услуг и другое. Каждый 6-й опрошенный работодатель в России принимает на работу трудовых мигрантов. Чаще всего это граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, сообщает ТАСС. Опросы проводились с 18 марта по 3 апреля 2023 года среди 2198 российских соискателей и 483 компаний-работодателей. Исследование HeadHunter.ru показало, что 16% российских работодателей, прошедших опрос, нанимают на работу трудовых мигрантов. В большинстве случаев, то есть 76%, такие работодатели принимают до 10 человек в месяц. Еще 13% работодатели готовы трудоустроить до 20 иностранных работников. У 9% компаний есть практика приема на работу более 20 человек в месяц, говорится в итогах исследования. Уточняется, что чаще всего российские работодатели принимают на работу граждан Узбекистана 56% компаний, Таджикистана 55% и Кыргызстана 53%. При этом 70% представителей опрошенных компаний указали, что у них нет практики найма трудовых мигрантов.
Среди основных требований к такой категории соискателей – наличие документов, необходимых для легального трудоустройства в Российской Федерации, понимание русского языка на слух и умение читать и писать на русском. Каждый 10-й работодатель запрашивает у иностранных граждан документы об образовании. Для 5% компаний важны также рекомендации с прошлых мест работы.